Отрывки из новой книги. Выпуск 3. Татар рухы. Татарский дух. Художественно-документальная повесть. Переработанная и дополненная. Примечание. В повести, когда речь идет о прямых представителях нашего рода, используются настоящие имена. Дополнительные персонажи выдуманы. Все совпадения с реальными людьми случайны. Автор Рав Гази. Видеоролик 3. А дальше логика нашего повествования заставляет нас перенестись еще в более глубокое прошлое, на полвека ранее описываемых выше событий. Давайте заглянем туда и посмотрим, что там происходит. Часть 1. Избрание нового хатыба. И чем же тогда, ранней осенью 1914 года, были заняты представители двух славных татарских родов – утеков и рыстов? Находились ли они в полном здравии или мучили их какие хвори, чему они радовались и о чем печалились? Какие еще пакости немилосердная судьба готовила нашему многострадальному народу? В начале осени 1914 года в Магометанском приходе аула Уразлы Царево-Кокшайского уезда Казанской губернии происходило вот что. В первой соборной мечети собралось почти все мужское население Махали, чтобы избрать нового хатыба. Несмотря на присутствие уважаемых абызов, Ахуна Исмаила и Ишана Ахмади, страсти кипели, как масло в раскаленном казане. Мулла Миргази за последний год не исполнил ни один джума-намаз. Люди умирают, а мы не можем достойно их проводить в мир иной. Приходится приглашать хазрата из второй махали, чтобы прочесть погребальные джаназа. Когда у меня родился сын, я не мог провести бабиаши. Спасибо имаму Хабиру. Он пришел и прошептал малышу на ухо боговодное имя. Да, Джамат, это правда. Мулла Хабир никому не отказывает. Нужно избрать хатыбом Хабира. Хабира, хотим, чтобы хатыбом стал Хабир, кричали в рядах прихожан. Внесем ясность. Мулла Миргазис – это никто иной, как дедушка моего отца Марса и отец моего деда Заки, которому той непростой осенью 1914 года едва исполнилось 11 лет. А кто ж такой Хабир? А Хабир, за которого так горячо ратовали односельчане, служил в первой соборной мечети имамом, помощником хатыба Миргазиза. После сего разъяснения послушаем, о чем муслимы будут судачить дальше. Впрочем, слушать пока особенно нечего. Имам Хабир благоразумно молчал. И правильно делал. Он понял, что общество за него, и ждал, когда выскажутся почтенные аксакалы. Но почтенные аксакалы тоже благоразумно молчали. Поспешность и нетерпение – друзья Иблиса. Воспользовавшись паузой, заметим, что Хабир был не местным. В Уразлы у него даже дома своего не было. Он перебрался сюда из маленького аула Махмур, 12 дворов и 70 душ ясачных крестьян. В Уразлы же проживал люд служилый и вольный, приписанный в основном к военному сословию и вполне презирающий гражданское население вообще, а выплачивающих яса крестьян в частности.
Пришлых в Уразлы, как и в любом другом селе, ясное дело, не любили. Однако Хабир за 3 года смог настолько расположить к себе жителей большого богатого аула, что они были готовы на серебряном подносе с зеленой каемочкой преподнести ему один из ключевых управляющих постов своей общине. Дом красен крышею, человек одеждою. Оба благообразных гостя, Ишан и Ахун, были облачены в белоснежные чалмы и зеленые бухарские халаты, вышитые золотыми и серебряными нитками. Такой наряд не мог себе позволить не только простой муслим, но даже хатыб соборной мечети. И вовсе не по соображениям материального свойства. Право надеть зеленый бухарский халат нужно было еще заслужить своими обширными знаниями и благовидными деяниями. Носить такой халат вообще-то никому не возбранялось. Но кто, если не полный дивана, дурак, или сумасшедший, не боящийся ни собственной совести, ни общественной хулы, рискнул бы это сделать? Круглое, чуть красноватое лицо Ахуна Исмаила, обернутое окладистой белой бородой, сохраняло неподвижность каменного изваяния. Сухощавая, слегка вытянутая редкой козлиной бородкой физиономия Ишана Ахмади выражала абсолютное бесстрастие. Первым не выдержал напряжения имам Хабир. Молодость склонна к горячности. В отсутствии заболевшего и отсутствовавшего на меджлизе хатыба Миргазиза он исполнял обязанности руководителя прихода. Тихо кашлянув и обратив тем самым на себя внимание, Хабир быстрыми мелкими шагами засеменил к минбару. Вступив на возвышение, имам вознес руки и, обратив свое молодое гладкое лицо в сторону Каабы, громко нараспев стал читать дуа, молитву в помощь ушедшим на войну воинам Гаскарам. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Я Раббым, помоги нашим Гаскарам одержать победу над коварно напавшими на нашу родину душманами. При этом молодой имам к месту вспомнил историческую битву в долине Бадр, известную каждому ученику Шакирду мусульманского мадресе. Это был дерзкий, но расчетливый ход. С одной стороны, имам Хабир, восходя на минбар раньше почтенных хазратов, нарушил принятый этикет. Но с другой стороны, он, как глава уммы, разрядил гнетущее молчание и обратился к душам односельчан с горячей молитвой, которая была, безусловно, всеми воспринята и поддержана. Российская империя уже 1,5 месяца вела войну с Алманией, Германией, на которую в полном боевом снаряжении из Уразлы ушло около 50 казаков-всадников. А куда деваться, если это было их прямым долгом и обязанностью? Не зря же село имело и другое название – Казаклар. Каждая семья так или иначе оказалась причастна к внезапно вспыхнувшейся войне. Почувствовав психологическую поддержку односельчан, молодой священнослужитель рискнул вдогонку прочитать несколько аятов из суры Аль-Анфаль, которую, по преданию,
Всевышний не спаслал для записи священный Коран сразу после героических событий в Бадре. Мало кто из прихожан, а точнее сказать, вообще никто не понимал, о чем бормочет на непонятном им языке имам Хабир. А ему и не надо было, чтобы кто-то чего-то понимал. Имам хотел показать свою образованность и ученость высоким покровителям Хатыба Миргазиза. Давам Эбар. Продолжение следует.